цветущие эвкалиптовые и ольховые деревья. Вот в таком живописном месте будет располагаться гостиничный комплекс. Здесь, на территории комплекса, планируется отстроить около 150 коттеджей, рассчитанные на несколько человек. То есть в каждом коттедже будет по 2 комнаты с необходимой мебелью, ваннами и кондиционером. Большую часть помещений уже отстроили. На территории объекта будет располагаться спортивный комплекс, детская площадка, автостоянка, бассейн и столовая с питанием по системе «Шведский стол». В общем, здесь будет все для круглогодичного отдыха. Вы все видите, какая красота у нас происходит здесь. Это, наверное, будет визитной карточкой нашего района. И руководство страны, и администрация города приложат все свои усилия для реализации такого рода проектов. Каждый день на стройке трудится более 150 человек. В основном все местные. Строительство объекта идет очень быстрыми темпами. Ребята работают молодцы, добросовестно работают, выполняют свой труд. В основном местные, да, все обустроены местные. После сдачи объекта в эксплуатацию здесь появится большое количество рабочих мест. Для этого на территории комплекса уже построили общежитие, в котором 16 комнат, рассчитанных на 4 человека. Желающих трудоустроиться немало. Уже рассматриваются около 100 заявлений. Все должны понимать, что это в первую очередь и рабочие места, и налоги в бюджет, и пополнение бюджета. Зарплаты у них обещают хорошие быть, конечно. И сейчас люди получают хорошие зарплаты. У них от 45 до 65 сейчас получают вот здесь на поле, которые работают, и в цехах, по-моему, до 35 тысяч. В основном заявления поступают от жителей района. Кроме того, для доставки туристов на базу отдыха и обслуживающего персонала будут запущены отдельные автобусы. Работы по строительству объекта инвестирует российская туристическая фирма «Библиоглобус». Ее руководитель Александр Туголуков ранее обратился к президенту Аслану Бжане с идеей о возможном открытии базы круглогодичного отдыха и получил поддержку, в результате чего налажено эффективное взаимодействие между инвестором и государством. Также за этим забором планируется установить еще более 10 коттеджей. Но это второй этап строительства. Площадь всего комплекса немаленькая. Мы занимали сейчас 9 гектаров. За забором тоже это как бы второй этап строительства. Он когда начнется? И кто? Вы тоже будете осуществлять? Скорее, да, мы будем осуществлять. Планируем. От заказчика мы должны команду получить в этом году. Здесь уже установили трансформатор для организации бесперебойного электро- и водоснабжения. Вот таким живописным и большим будет пляж. Сейчас здесь ведутся работы по благоустройству пляжа. Кроме того, здесь, в Тамыше, появится и маленькая Эйфелева башня. Это фотозона для гостей и местных жителей. Название самого комплекса «Золотое руно». Работы по строительству объекта планируют завершить уже к началу нынешнего туристического сезона. Гугуца Вардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.